Прежде чем ввести вакцину, каждый ребенок проходит медицинский осмотр. Пациентам измеряют температуру, слушают легкие, чтобы убедиться, никаких препятствий для проведения вакцины нет. Маленький Абдулла сильно испугался при виде иглы и моментально стал плакать. А вот его сестра Айна не издала ни звука. Сама девочка еще не знает о полиовирусе и его возможных последствиях. Она доверилась маме и людям в белых халатах. Мама скихчается, махтов без эндер обязательно, сбаханчи, хайнерса, замиглазер. Остихар. Полиомиелит поражает в основном детей в возрасте до 5 лет. Для 10% парализованных наступает летальный исход из-за наступающего паралича дыхательных мышц. По-прежнему единственный способ уберечь ребенка от страшной болезни – это вакцинация. Раньше, конечно, с 75-го года по 80-е, по 90-х годах, до 2000 года мы выходили сумками. Вот 500 детей. Мы могли этих детей привить за 4 дня. Отказ 0. Только отказ 0 было. Сейчас вакцина на 100% она эффективна. Какой ваш личный опыт именно в вашей семье? Говорят, что есть такой слух, что медики своих как-то не вакцинируют. У меня 3 девочка 11 лет прививалась, одна пришлось одну делать, а 3 у меня идут до 9 лет, они привиты. А внуки? Внуки, я говорю, мои внуки привиты. Я даже не то, что привела, я первый день же сделала пентоксин сделала. Первые 3 прививки детям делают инактивированной и после 1 живой вакцинами. Инактивированная содержит вирус полиомиелита, убитый формалином. Живая же вакцина содержит ослабленный вирус и вводится перорально. Она стимулирует иммунитет, что позволяет не только защитить самого ребенка, но и предотвращает циркуляцию вируса в окружающей среде. На территории, обслуживаемой в Судженской участковой больнице, у нас подлежит 1216 детей. Из них на сегодняшний день привито 126 ребенка. Педиатры со своими медсестрами, фельдшеры на местах работают, проводят разъяснительную беседу именно с родителями, потому что на сегодняшний день очень много отказов. Родители не верят и считают, что эта прививка принесет только вред ребенку. Ваш опыт какой? У меня дети привиты. Мои дети привиты, все 3 детей моих привиты. Уже 3-й по счету тур массовой вакцинации в Ингушетии стартовал 17 июля. Прививают детей до 9 лет включительно. На сегодня в регионе еще не удалось создать твердую иммунную прослойку, а значит, противостоять распространению вируса острого и вялого паралича сложнее. Категорически против до сих пор была, а потом собрание собирали нас, педиатр приходил, фельдшер приходил, из-за того, что ханцар, содуксен, из голос разума проснуться вяхудуксы. Я много читала про эту болезнь, непосредственно хуже последствия, что кухамаш, замглава врача собирать дядку в садик, у меня дети в садик ходят, 1 ребенок в школу. Ханц шриш дядк аз кесики. Вдруг мучхол эн. Аллах говорит, да, дорогие. Я надеюсь, что нормально все будет. Полиомиелит на сегодняшний день относят к самой опасной детской инфекции. От вируса нельзя полностью излечиться. Отсюда единственный вариант обезопасить себя – не болеть. Во всех медучреждениях республики работают прививочные кабинеты. Все необходимые препараты живой вакцины и пентоксима в Судженской участковой больнице в Галашке в наличии. В этих холодильниках с соблюдением температурного режима хранится 1,5-месячный запас нескольких видов вакцин. На месяц для прививок берем и на 2 недели на запас. На сегодняшний день у нас есть вакцина полиомиелитная, ОПВ, пентоксим, АКДС, АДСМ, АС, это против столбняка, БЦЖ против туберкулеза, дивакцина, корь, паротит, вместе они идут. Паротит отдельно, краснуха, вактивир. Специалисты говорят, 90% вакцинированных недостаточно, привито должно быть до 95%. Поэтому от родителей сейчас зависит здоровье малышей всей республики. Об ответственности старших за свое чадо напоминают и религиозные деятели.
تدا زنان سلور وحوت دوجوت نظام أسحق سقاش تداي دخ بصدنو شيء سلور دريحة سودان أنا بصدنا حق دوج هر سو شيء لازرا شيء كلدت شمالور دريحة شيء سلور ده حق بصب هر بصب سجى سودان أنا حق تدز الخوشنا سلوري وراح لازر دوج مثلا خير الذي تدز الخوشنا Полиомиелит – болезнь с высокой степенью заразности. От больного ребенка к здоровому вирус переходит быстро, инфицируя спинной мозг и блокируя подвижность конечностей. Единственная защита, со слов медиков, это вакцинация. Только она дает стойкую защиту. Муслим Ганиев, Султан Магушков. Новости 24.